За истекшие выходные дни на территории республики сотрудники полиции задержали 77 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, не все водители были задержаны и таким образом сохранили свои жизни и здоровье. У нас вновь имеются дорожно-транспортные происшествия по вине пьяных водителей. Это 30 июня около 20:00 в районе деревни Штанигурт, это Глазовский район, водитель автомобиля Hyundai, мужчина 90-го года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем Ford. В результате удара автомобиль Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем Renault Duster. Травмы незначительные получил водитель автомобиля Ford, и крайне тяжелые травмы получили лица, находящиеся в автомобиле Renault, в том числе двухлетний ребенок. Сейчас они все находятся в реанимации. Поэтому в случае квалификации вреда здоровью как тяжкого в отношении водителя Hyundai будут уже применяться санкции статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомню, что изменились максимально возможные санкции по части 5 данной статьи, которая предусматривает наказание уголовное за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц. Так вот, если это нарушение допущено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, отказавшимся от медицинского свидетельствования на состояние опьянения, а также скрывшимся таким лицом с места ДТП, максимальный срок лишения свободы может достигать до 15 лет. Также ДТП у нас, в котором фигурируют лица, имеющие признаки алкогольного опьянения. ДТП в районе города Воткинск, где с поворачивающим налево грузовым автомобилем совершил столкновение водитель мотоцикла ИЖ. Сам водитель и пассажир были без мотошлемов. Транспортное средство мотоцикла не зарегистрировано в органах госавтоинспекции и имеет спиленные идентификационные номера, то есть номер двигателя, номер рамы. И водитель и пассажир мотоцикла имели признаки алкогольного опьянения, также в крайне тяжелом состоянии, сейчас находятся в условиях отделения реанимации. Другой ракурс. Там мужчина пострадал, застрял между сиденьем. Короче, еще трешак. Ужас просто. Я предлагал, это не Впервые в жизни такой же. Ой, будешь просто смотреть. Бля, вот тут у входа водитель пьяный. Пиздец, он даже шатается, он ходить не может. Пиздец. Полные легкие набирайте и выдыхать. Я скажу остановиться когда. Еще. Достаточно. Идет анализ. Поближе сделай. 0,680 миллиграмм на литр.